В историю Акмолинского университета золотыми буквами вписано имя Эдуарда Шайхуловича Хамитова, подвижника образования Республики Башкортостан, педагога, ученого, посвятившего всю свою жизнь Башкирскому педуниверситету. Эдуард Шайхулович Хамитов родился 22 сентября 1937 года в деревне Новокизганово Бураевского района Башкортостана в семье сельского учителя, директора школы. С детства мечтал о небе, но по стечению обстоятельств от мечты пришлось отказаться. В судьбе молодого человека решающую роль сыграли педагогические гены. В 1958 году юноша окончил физико-математический факультет Бирского педагогического института. После учился в аспирантуре в Куйбышеве. 1967 год стал годом начала работы в Башкирском государственном педагогическом институте. И это было судьбоносное решение, положившее начало полувековой истории Эдуарда Шайхуловича и БГПИ. А в его трудовой биографии работа завкафедрой физики, деканом физико-математического факультета, 10 лет в должности проректора по учебной работе. В 1983 году Эдуард Шайхулович становится ректором Башкирского государственного педагогического института. Когда он стал ректором, а это ведь было после того, когда поменялись два первых ректора, крупных общественных и государственных деятелей, имеющие огромный стаж хозяйственной работы. Это Марван Янгирович Янгиров и Рустем Гамилевич Кузеев. Где-то показалось, что после смены ректора университету будет тяжело. Но мы эту перемену не почувствовали. Главное, мы поняли, что университет под руководством Эдуарда Шайхуловича принял совершенно иной вектор развития университета. Действительно, тогда уже материальная база университета сложилась, кадры были подобраны, и внимание Эдуарда Шайхуловича было направлено на совершенствование качества образовательного процесса. Начали появляться оборудованные кабинеты, которые формировали, как сегодня говорят, компетенции будущих специалистов. Появились технические средства обучения. Конечно, мы радовались тогда, что в университете вот под нашим корпусом появился первый большой ЭВМ. Он был огромнейший, занимал целую аудиторию. А затем уже этот ЭВМ был заменен на первые компьютерные классы. Все эти вещи, конечно, проводились по инициативе Эдуарда Шайхуловича непосредственно при его участии. Эдуард Шайхулович профессионально и с любовью делал все, за что брался, был энергичен, мыслил на перспективу. При нем значительно усилился научный и инфраструктурный потенциал Башкирского пединститута. За годы его руководства были открыты новые факультеты, кафедры, лаборатории и специальности, обустроенное общежитие, плавательный бассейн, базы отдыха. В 2000 году по его инициативе пединститут был преобразован в Башкирский государственный педагогический университет. Я бы сказал, что Эдуард Шайхулович был человеком, который очень хорошо умел находить молодые, перспективные кадры и не боялся их выдвигать. Я могу сказать, что Эдуард Шайхулович был человеком, который мог себе позволить сказать: «Извините, я был неправ». И, наконец, Эдуард Шайхулович был человеком, который знал, что такое преподавательский труд, не понаслышке. Человек, который тягость преподавательского хлеба испытал на себе очень хорошо. И поэтому для него преподаватель не был просто единичкой в штатном расписании. Ну и, наконец, это был человек, который прекрасно знал и действительно любил своих студентов. Я вспоминаю, как Эдуард Шайхулович проводил встречу со студенческим активом. Для этого арендовалась база «Автомобилист». И на базе «Автомобилист» одновременно находилось минимум
человек 250 студенческого актива нашего вуза, начиная с каждой академической группы. И когда Эдуард Шайхулович шел с ними на разговор, обозначалось только время начала разговора. Разговор длился столько, сколько ему задавали вопросов, а вопросов ему задавалось много. Хаос начинается тогда, когда исчезает педагогика, считал Эдуард Шайхулович. Свою жизнь он посвятил педагогической науке. Свидетельство этому – многочисленные награды и звания. Доктор педагогических наук, профессор, почетный академик Академии наук РБ, заслуженный деятель науки БАССР, медаль Константина Ушинского, медаль Михаила Ломоносова, серебряная и бронзовая медали ВДНХ. Кроме 2 диссертаций, кандидатской и докторской, 6 монографий, более десятка учебников и учебных пособий, более 70 научных статей, авторские свидетельства, республиканские программы и концепции, руководство аспирантами, десятки докладов на конференциях. Яркой страницей в биографии Эдуарда Шайхуловича стала законотворческая деятельность в качестве депутата Госдумы Федерального собрания РФ 4-го созыва, где он трудился в Комитете по образованию и науке с 2005 по 2007 годы. До конца своих дней он оставался советником ректора университета, передавая свой педагогический и управленческий опыт, помогая дальнейшему развитию родного вуза. Он знал, что двери в мой кабинет ему открыты в любое время дня и ночи, мы об этом с ним говорили, но он всегда все равно звонил, могу ли я прийти, и заранее как-то все это делал. Вот, и я в свою очередь знал, что если вчера был ученый совет, значит сегодня обязательно Эдуард Шайхулович придет, он всегда приходил, садились, анализировали, радовались, огорчались, строили планы, все делали вместе. И на самом деле, вот Лев Николаевич Толстой говорил, что величие человека в его простоте. Вот, наверное, это как раз про Эдуарда Шайхуловича. Он был очень простой человек, но при этом он был очень крутой, да, выражаясь языком современной молодежи. Ведь у каждого университета, наверное, бывают личности, которые определяют развитие университета не только в период руководства его, этим человеком, ректорства, а на долгие годы вперед. Вот это про Хамитова. Повезло педагогическому тогда институту, потом университету, что в свое время удалось Эдуарда Шайхуловича к себе переманить. И он действительно здесь раскрылся в полной мере. Недаром и эта аудитория, именно его аудитория, кабинет методики, преподавания методики физики. Это опять-таки его простота. Когда мы говорили, Эдуард Шайхулович, у нас есть традиция каждому почетному профессору аудиторию. Вы вольны выбирать любую. Он говорит, нет, Светлана Ильич, кабинет методики физики. Потому что это его профессиональное, потому что это его сущность как ученого. И поэтому вот именно этот кабинет с участием главы республики мы открывали в дни юбилея вуза, 55-летия. И говорю же, не так долго получилось, наверное, общаться с ним, всего там буквально 5 с копейками лет, но даже этого времени хватило, чтобы понять, кто такой Эдуард Шайхулович Хамитов. Природный ум, опыт работы в нескольких учебных и научных заведениях, интеллигентность, образованность, подлинное служение делу, широкий профессиональный кругозор, чуткость к переменам в обществе, трезвость взгляда на происходящие события сделали Эдуарда Шайхуловича яркой личностью на посту ректора главного педагогического вуза республики. От имени всех моих коллег, которые работали с Эдуардом Шайхуловичем, это были достаточно долгие годы, мне хотелось бы выразить огромную признательность и благодарность за все его благоденствия, которые были сделаны и на благо нашего университета, на благо факультета иностранных языков, потому что наш факультет, он немножко отличался от остальных. Были и встречи с иностранными специалистами, с гостями, которые приезжали из зарубежья. И это все установление международных контактов,
они случились тоже благодаря Эдуарду Шайхулловичу. Он никогда не воспрепятствовал реализации наших планов. Иногда нам казалось, что это вообще нереализуемо. Мы думали, что нам сейчас скажет Эдуард Шайхуллович: нет, это никуда не годится. И он всегда очень доброжелательно относился к нашим предложениям и говорил: а давайте мы посмотрим на эту проблему с другой стороны. Давайте мы подумаем, как это решить по-другому. Может быть, будет лучше, если мы сделаем вот так. И подсказывал нам пути решения этой проблемы. Он никогда не навязывал свое мнение и не говорил: вот надо делать так и только так. То есть всегда мудро умел находить нужные слова для того, чтобы у нас было впечатление, что мы сами решили эту проблему. Для нас он педагог, наставник. Эдуард Шайхуллович был основателен во всем, стратегически мыслил, видел будущее педагогического образования, сочетая в работе традиции и инновации. Он умел решать все вопросы, владел информацией, прекрасно знал людей. Блестящий лектор, интеллигентный человек, яркий собеседник. Его любили и студенты, и преподаватели. И при этом всегда оставался очень добрым, надежным человеком, порядочным семьянином, любящим мужем, отцом, дедушкой. Эдуард Шайхуллович еще во время учебы женился на Марии Сайфулловне и прожил с ней до конца своих дней. Супруги воспитали двоих дочерей – Эльзу и Альфию. Жизнь семьи Хамитовых всегда была тесно связана с вузом. Мое детство прошло в аспирантском общежитии. Я помню родителей, их друзей, их праздники. Я помню, о чем они говорили. И это какой-то абсолютный позитив, абсолютное счастье. Вот эти послевоенные десятилетия, они были очень светлые. И родители говорили о работе, о своей учебе. Папе не было 30, он стал деканом физико-математического факультета в городе Куйбышеве. И я помню его студентов, хотя я была очень маленькая, отношение к нему. В общем-то, он, я сейчас понимаю, был очень молодой, но это поколение в этом возрасте было очень серьезное. Он все делал правильно. Он со мной играл. Он меня водил гулять, он рассказывал мне про Волгу, про бурлаков, кормил конфетами, когда мама не видела. Потом он шил одежду для моих кукол. Когда мы приехали в Уфу, он ходил со мной на лыжах, учил меня читать, писать. В школе это физика, математика. Ну и вообще серьезное отношение к жизни. Мне вот кажется, что мы уже, наше поколение, мы так правильно относиться к людям, к работе, наверное, не можем. Мы с ним очень много лет проработали в одном университете, и меня поражало всегда его очень доброжелательное отношение к людям. Так случалось, что к нам могли зайти попить чай лаборанты какие-то с физмата, иногда очень странненькие персонажи, он их внимательно выслушивал, ему было интересно. Также и с нами он выслушивал, он старался понять наши проблемы. Но, с другой стороны, он, конечно, был очень строгий, это поколение, потому что у нас было очень много правил, которые нельзя было нарушать. Но сейчас я понимаю, что, конечно, они были правы, но вот они все делали по каким-то сложившимся традициям, правилам. И вот, наверное, все, что есть хорошего в советском времени, в советских людях, я видела в отце. И вот его отношение к науке. А в те времена к людям, которые занимались наукой, было необычно уважительное отношение. Все это было очень серьезно, все это обсуждалось. И вот как они проводили время, это тоже для меня было, ну, как бы необычно. Отдых, он был не отдыхом. Он всегда что-то строил, он очень любил работать по дереву. И мы от него научились тому, что нельзя пребывать в праздности, надо все время что-то делать, надо воспринимать мир позитивно. И, наверное, в последние годы возраст у него было немножко такое депрессивное отношение, когда стала ситуация меняться. Но по жизни я могу сказать, что он был идеалистом. Мы его даже, такой юношеский максимализм критиковали, а сейчас я понимаю, что он был прав. Но надо жить, веря в эту жизнь. Надо видеть в ней позитивное. И, в принципе, я думаю, что вот он прожил довольно долгую жизнь, и эту жизнь он прожил очень красиво.
Траектория жизни Эдуарда Шайхуловича была неразрывно связана с учительством, педагогикой. Он оставил яркий след в истории образования России, Республики Башкортостан и Акмуллинского университета.